Здравствуйте, это программа «Переведи» на канале ТНВ, и с вами я, ее ведущий Ильсур Нафиков. Традиционно на нашей площадке встречаются два участника для того, чтобы помериться силами в знании татарского языка. Сегодняшний день не исключение на нашей площадке Лейсян и Эльмира. Кто же победит? Кто знает татарский язык лучше? Узнаем совсем скоро. Так, давайте начинать. Татар телендә гаиләдә генә сөйләшәм, тапшыруда үземне сынап карыйсым килә. Татар телендә өйдә, дусларым белән эштә сөйләшәм, тапшыруга үземнең татар телен, ана телен белү дәрәҗәмне сынарга дип килдем. Участникам на выбор предлагается 4 темы. Каждый игрок имеет возможность выбрать только 2. После выбора темы участник отвечает на 3 вопроса. Каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Если игрок отвечает на вопрос правильно, то зарабатывает 2 балла. Если же он ответил неправильно, то у соперника есть право ответить на его вопрос и заработать 1 балл. В первом туре переводим слова с русского языка на татарский. 4 темы сейчас появятся. Вот, отлично. Никому не знакомые, нам тоже 4 темы. Кто будет выбирать первым? Давайте решать. Иди сюда, Лайса. Давай. Цветы. Цветы. Итак, играем в тему цветы вместе с Эльмирой. Поехали. Эльмира, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «Анютины глазки». Миляуше. Ола миляуше. Кугаршин кузе. Кугаршин кузе. Принято. Это неправильный ответ. Миләүшә фиалки, ала Миләүшә. Принято. Это правильный ответ. Миляуша — это действительно фиалка, Алла Миляуша — это Анютины глазки, а Кугарчен кузе — это незабудка. Эльмира, как с русского языка на татарский переводится слово ландыш? Энджи шешек, лоля, мержен шешек. Лоля булырга тиеш. Ландыш. Ландыш, лоля. Лоля, туктагыз. Лоля, юк. Лоля калсын. Лоля калсын, калды лоля. Лоля дөрес жавап түгел. Бәлки инҗи чәчәк. Бәлки инҗи чәчәк. Бәлки дөрес. Дөрес бу жавап, это правильный ответ. Инҗи чәчәк — это действительно ландыш. Лоля — это тюльпан. Мержен чәчәк — это коралловый цветок. Но такого нет. Итак, 3-й вопрос. Эльмира, как с русского языка на татарский переводится слово клевер? Ташбаш, шалмабаш, тукранбаш. Тукранбаш. Принято. Это правильный ответ. Действительно, тукранбаш — это клевер, ташбаш — это озорник, сорвиголова, а шалмабаш — это пион. Итак, еще 3 темы. Лейсян, ваше право выбирать. Рыбы, химикаты для сада и огорода и бабочки. Бабочки. Итак, тема бабочки. Играем в тему бабочки. Лейсян, готова? Да. Лейсян, переведи, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «боярышница». Дуляна кубалага, ефак кубалаг, кыртмалик кубалага. Кыртмәлек күбәләге. Принято. Кыртмалик кубалага. Это неправильный ответ. Ну, с цветов к бабочкам. Эльмира, любите бабочек? Да. Люблю. Так как вы думаете, боярышница — это дуляна кубалага или ефак кубалага? Ефек кубалага. Ефак кубалага. Принято. Девчонки, я начинаю вас любить. Знаете почему? Да, это абсолютно неправильные ответы. Боярышница — это дуляна кубалага. Ефак кубалага — это шелкопряд. Кыртмалик кубалага — это брусничница или вымышленное название. Кыртмалик — это брусника. Следующий вопрос. Вопрос номер 2. Лейсян, переведите, пожалуйста, на татарский язык слово «монашенка». Кора кубалак, кора топлы кубалак, тавискус.
Кара күбәләк. Принято. Кара кубаляк – это неправильный ответ. Эльмира, кара топлы кубаляк или тауискус? Тауискус. Тауискус, да? Принято. Это неправильный ответ. Монашенка – это кара топлы кубаляк. Кара кубаляк – это траурница, а тауискус – это павлиний глаз. Итак, третий вопрос. Лейсян, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «кокон». Кузый, куза, кузак. Кузый. Кузый. Принят. Это неправильный ответ. Эльмира, кокон – это куза или кузак? Куза. Куза. Вы боитесь говорить, что ли? Нет. Говорите громко. Куза. Принято. Кузы – это устаревшее. Означает ягненок. Кузак – это стручок. А вот куза – это кокон. Это правильный ответ. Итак, тема бабочки улетела от нас, как и сами бабочки. Двигаемся дальше. Следующая тема. Эльмира, выбирайте, что вам ближе? Химикаты для сада и огорода или рыбы? Химикаты для сада болсын и огорода. Итак, химикаты для сада и огорода. Играем вместе с вами, Эльмира. Готовы? Отлично. Эльмир, любите химикаты для сада и огорода? Нет, конечно. Эльмира, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «медный купорос». Кукташ, бокрща, бокрща. Кукташ, бокрща, бокрща. Бокарша. Принято. Это неправильный ответ. Кукташ или бокрща? Бәлки күкташ. Бельки кукташ. Принято. Это правильный ответ. Действительно, вот вам на удивление. Кукташ – это медный купорос. Бокрща – это устаревшее. Это половник, ковш. Бокрща – это медник. Итак, вопрос номер 2. Уважаемый господин химик для садов и огородов. Эльмира, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «гашеная известь». Бастырылган известь, сүндірілген ақбур, юққа шығарылған известь. Сүндірілген ақбур болсын. Принято. Булсан. Булсан. Это правильный ответ. Действительно, гашеная известь – это сүндірілген ақбур. Бастырылган известь – это подавленная известь. Юққа шығарылған известь – это ликвидированная известь. Итак, третий вопрос, последний в этой теме. Химикатов для сада и огорода. Эльмира, как с русского на татарский переводится слово карбамид? Азотлы ошлама, сидекше, тимир купорос. Тимир купорос. Принято. Это неправильный ответ. Азотлы ашлама. Принято. Я люблю вас, девочки. Это неправильный ответ. Карбамид – это сидекше. Вообще карбамид – это мочевина. Азотлы ошлама – это азотное удобрение в целом. Любое азотное удобрение. Тимир купорос – это железный купорос. Ну что ж, на этом тема химикатов для сада и огорода завершена. Лейсян, я вас поздравляю. Да, мне достались рыбы. Вам достались рыбы. Лейсян, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «галавль». Тошбаш, кушбаш, бертес. Кушбаш. Принято. Почему? Білмеймін. Это правильный ответ. Вы прям заядлый рыбак, Лейсян. Тошбаш – это пескарь, а бертес – это язь. Итак, второй вопрос.
Лейсан, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «ясь». Опто, таран балыгы, кырпы балыгы. Бәлки кырпы балыгы. Принято. Это неправильный ответ. Эльмира, ясь это опто или таран балыгы? Әйдәгез, таран балыгы булсын. Болсын, принято. Һәрбір гаиләнең истәрендә болсын таран балыгы. Это неправильный ответ. Дело в том, что у слова «ясь» есть два татарских варианта. Первый – это бәртәс, который мы видели в первом случае. И второй – это опто. Таран балыгы – это тарань, рыба такая, так и называется, тарань. А кырпы балыгы – это белуга, огромная, большая рыба из семейства осетровых. Итак, последний вопрос первого тура. Лейсан, играем с вами. Лейсан, как с русского языка на татарский переводится слово «плотва»? Кара балык, кызыл канат, шабак. Кызыл канат. Принято. Это неправильный ответ. Ну, как с русского на татарский переводится плотва? Кара балык или шабак? Кара балык. Принято. Это неправильный ответ. Кара балык – это линь. Кызыл канат – это красноперка. А шабак – это плотва. Я вас поздравляю, кызлар. На этом первый тур подошел к концу. По итогам первого тура, Лейсан, вы набрали 5 баллов. Вы молодец. У вас еще будет возможность отыграться. Эльмира, вы молодец. Вы набрали 5 баллов, у вас равенство. Готовы играть дальше? Готовы, готовы. Эльмира, может, вы ответили, мы не услышали просто. Готовы. Готовы? Итак, буквально через несколько секунд мы окажемся во втором туре телеигры «Переведи». И узнаем, кто же сегодня победит. Лейсан или Эльмира. Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНБ. Участникам на выбор предлагается 4 темы. Каждый игрок имеет возможность выбрать только 2. После выбора темы участник отвечает на 3 вопроса. Каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Если игрок отвечает на вопрос верно, то зарабатывает 4 балла. Если же он ответил неверно, то у соперника есть право ответить на его вопрос и заработать 3 дополнительных балла. Во втором туре переводим слова с татарского языка на русский. Второй тур телеигры «Переведи». Лейсан, Эльмира, равенство по 5 баллов по итогам первого тура. В первом туре выбирала Эльмира, теперь, Лейсан, ваша очередь. Очень шикарные 4 темы под вас подобраны. Скотоводство, туман, цвета, черви. Пусть будут цвета. Лейсан, играем в тему цвета. Лейсан, первый вопрос. Как с татарского на русский переводится гарабетес? Лазурный, янтарный, бирюзовый. Лазурный. Принято. Уверенно заявила Лейсан. Вы молодец. Если ошибаться, то уверен, это неправильный ответ. Янтарный. Янтарный, принято. Эльмира, я вас поздравляю, это правильный ответ. Лазурный – это оксыл зәңгәр. Янтарный – это гарабетес. А бирюзовый – это фирезе. Легко же, все просто. Лейсан, играем дальше. Переведите, пожалуйста, с татарского на русский слово «томши гülтüsü». Лавандовый, фуксия, васильковый. Фуксия. Принято. Это правильный ответ. Лавандовый – это лаванду түсі. Васильковый – это кукшешек түсіндегі. А вот фуксия – это томши гülтüsü. Итак, третий вопрос. Что означает в переводе с татарского языка на русский слово «оксал шамаха»? Изумрудный, лиловый, индиго. Лиловый. Принято. Это правильный ответ. Изумрудный – это ошак яшель, индиго – это кора сукук,
А вот лиловый это Аксал Шамаха. Вы молодец. Ну что ж, двигаемся дальше. Эльмира, соперница прям собралась. Теперь ваша очередь собраться. Итак, скотоводство, туман и черви. Туман. Итак, тема туман. Эльмира, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «утали курине турган». «Утали курине турган». Просвечивающий, сплошной, прозрачный. Прозрачный. Принят. Это неправильный ответ. «Утали курине турган». Я думала тоже прозрачный, но, наверное, просвечивающий. Так. Принято. Это правильный ответ. Просвечивающий – это «утали курине турган». Сплошной – это «туташ». Прозрачный – это «уте курин мели». Второй вопрос, Эльмира. Переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «сыек туман». Дымка, туман испарения, туманность. Дымка. Принято. Это правильный ответ. Действительно, сыек туман – это дымка. Туман испарения – это парлы, яки бу туман. Иногда пар называют бу. Парлы, яки бу туман. Туманность – это туманлок. Итак, третий вопрос. Последний вопрос в этой теме. Больше тумана не будет. Переведите с татарского языка на русский слово «туманлы хава». Испарина, смог, мгла. Мгла. Принято. Это правильный ответ. Испарина – это тир. Смог – это смог. А вот мгла – это туман лохова. Ну что ж, я вас поздравляю. Там за туманами осталась тема туман. Осталось две темы, которые мы можем разыграть. Это черви и скотоводство. Лейсен. Скотоводство Булсон. Итак, Лейсен, играем в тему скотоводства вместе с вами. Готовы? Да. Лейсен, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «турлак». Стойло, хлев, конюшня. Хлев. Принято. Это правильный ответ. Стойло – это оран, конюшня – это от обзора. А хлев – это действительно турлак. Итак, второй вопрос. Лейсан, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «кушмя катулекле». Это загон, стойловый выгон, отгонный выгон. Бельки отгонный выгон. Бельки отгонный выгон. Бельки. Принят. Это правильный ответ. Загон – это кирте обзар. Стойловый выгон – это обзар дагы катулек. А вот отгонный выгон – это кушмя катулекле. Третий вопрос, последний вопрос в области скотоводства в рамках программы «Переведи» сегодняшнего дня. Лейсен, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «савом». Надой, дойка, механическая дойка. Дойка, где были? Принято. Это неправильный ответ. Итак, Эльмира, савом – это надой или механическая дойка? Егер мен де дойка деп ойлаған едім аны. Соғымды. Так, надой, механическая дойка. Надой болсын. Надой, принято. Очень часто говорят, что у рта сейчас солом, то есть средний надой. Это правильный ответ. Дойка или же доить – это сау. Механическая дойка – механик юл белян сау. А вот надой – это саум. Ну что ж, я вас поздравляю. Осталась последняя тема, и это тема черви. Итак, оставшаяся тема, четвертая тема – черви. Играем вместе с Эльмирой. Эльмира готова, собралась, вдохнула, выдохнула. Первый вопрос. Как с татарского языка на русский переводится слово «сюлик»? Гумус, слизняк, пиявка. Пиявка. Принято.
Это правильный ответ. Гумус – это шереме, слизняк – это лайлаш, а пиявка – это сулик. Второй вопрос. Как с татарского на русский переводится слово «тосма суалшан»? Аскарида, глист, цепень. Глист. Принято. Это неправильный ответ. Аскарида? Аскарида. Принято. Девчонки мои, где вы были раньше? Это неправильный ответ. Аскарида – это аскарида, глист – это суалшан. А вот тосма суалшан – ленточный червь или цепень. Третий вопрос, и тут надо постараться. Что означает в переводе с татарского на русский слово «бабасар»? Кольчатый червь, волосоглав, сосальщик. Первый ответ. Кольчатый червь. Кольчатый червь. Это неправильный ответ. Бабасар – это Волосоглав. волосоглав. Принято. Это правильный ответ. Кольчатый червь – это бужралы суалшан. Ну или просто суалшан. Суалшан вообще это кольчатый червь. Сосальщик – это имгеш суалшан. А вот волосоглав – это бабасар. Ну что ж, девочки, я вас поздравляю. На этом 8 тем сегодняшней игры подошли к концу. Эльмира, вы набрали 23 балла. Это хороший результат. Ляйсян, вы набрали 27 баллов, одержали победу в сегодняшней игре, и мы будем рады видеть вас в следующем этапе проекта «Переведи». Уважаемые телезрители, любите, цените и изучайте родной татарский язык. Сау саламат болыңыз һәм безнең тапшыруны карап барыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Мин бу уеннан бик канәгать калдым, ошады. Сораулары авыр булды минем өчен. Бу уенда катнашуыма бик шат. Җиңәрмен дип уйламаган идем. Барлык катнашучыларга уңышлар телим.